Шоплапан бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 68-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план работы. Мы с вами пройдем несколько диалогов. Итак, вспомним, как сказать диалоги на абазинском языке. Диалоги на абазинском языке айтшажараква. Да? Давайте повторим. Айтшажараква. Обратим внимание на выделенные буквы. Давайте попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем правильное произношение этих букв. Начнем с буквы Ч. Буква Ч пишется как Ч-В. Произносится как Ч. Давайте вспомним, что мы с вами запоминаем произношение буквы Ч с помощью слова постель. Постель на абазинском языке шарта. Ч, шарта. Следующая буква это буква Ж. Буква Ж пишется как Ж-В. Запоминаем произношение буквы Ж с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Букву К мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Давайте обратим внимание, что буква К пишется как К-В. Итак, еще раз повторим. Диалоги на абазинском языке айтшажараква. Приступим. Давайте сначала постараемся вместе прочитать то, что мы видим на слайде. Мадина абхарта дайхт. Тчат. Мадина абхарта дайхт. Тчат. Мадина вернулась из школы, она поела. Теперь давайте разберем выделенные буквы и постараемся запомнить, как они пишутся и как они правильно произносятся. Итак, сначала разберем букву Х. Мы ее встречаем в слове абхарта, то есть школа. Буква Х пишется как Х, мягкий знак. Произносится как Х, точно так, как в слове золото. Х, хапщ. Обратим внимание на слово дайхт, то есть вернулась, пришла из, да? В слове дайх мы видим букву Г. Давайте вспомним, что букву Г мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке агапн. Г, агапн. В слове дайхт мы видим звук Т. Пишется звук Т как Т-палочка. Мы с вами запоминаем произношение буквы Т с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Мадина абхарта дайхт. Тчат. Мадина абхарта дайхт. Тчат. Очень хорошо. Теперь давайте перейдем к следующему слайду. Вадарвяна бзиелбава аваратко так трздервен лдерсквал чпат. Еще раз давайте прочитаем. Вадарвяна бзиелбава аваратко так трздервен лдерсквал чпат. Переводим. Потом послушала любимые песни и сделала домашнее задание. Да? Теперь разбираем выделенные буквы. В слове «вадарвяна», то есть «потом», мы видим звук «в». Звук «в» пишется как «г», палочка «в». Еще раз давайте обратим внимание, что «г», палочка «в» образуют звук «в». Произношение звука «в» мы с вами запоминаем с помощью слова «гнездо». Гнездо на абазинском языке «вяра». «В», «вяра».
Обратим внимание на слово «уарадква», «ауарадква», да, песни. Звук «к», который мы встречаем в этом слове, пишется как «кв». Мы с вами запоминаем его произношение с помощью слова «крыша». Крыша на абазинском языке «к». «К». Переходим к слову «так», да, то есть немного. Букву «т» мы с вами запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Давайте обратим внимание на то, как пишется буква «т». Буква «т» пишется как «т-палочка». «Т-палочка». Следующая буква, которую мы с вами разберем, это буква «к». Буква «к» пишется как «к-палочка в». «К-палочка в» произносится как «к-к-конж». «К-конж». Так, следующая буква, посмотрите на слово «дроздзервен». «Дроздзервен». Мы видим звук «дз». Конечно, звук «дз» легче всего запомнить с помощью слова «вода». Вода на абазинском языке «дз». Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем предложение на слайде. «Уадервяна бзиел бауа ауаратко так дроздзервен лдерскол чпат». Уадервяна бзиел бауа ауаратко так дроздзервен лдерскол чпат. Очень хорошо. Переходим к следующему слайду. Книга Галах, ауасал телефон ахвачат. Книга Галах, ауасал телефон ахвачат. Взяла в руки книгу, но зазвонил телефон. Теперь давайте обратим внимание на выделенные буквы. Посмотрите на букву К. Буква К пишется как К-палочка, да? Произносится она как К, как в слове калина. Калина на абазинском языке корма. То есть букву К нам легче всего запомнить с помощью слова калина. К-корма. Слово галахут. Да, переходим к слову галахут. Букву Г мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Галахут. Видите, следующая буква, которую мы с вами разберем, это буква Х. Пишется она как ХВ, произносится как Х, как в слове червь. Х, Хуа. Х, Хуа. Да? Следующая буква это буква Т. Букву Т мы с вами уже легко узнаем и вспоминаем, что букву Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Легко нам с вами уже вспомнить, что буква Т пишется как Т-палочка, правда же? Т. Разобрали букву Т. Следующая буква это буква Х. Посмотрите на слово гахвачат, то есть зазвонил. Буква Х пишется как Х, палочка, В. Да? Х, палочка, В образует звук Х. Букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. И, наконец, буква Ч в слове ахачат мы запоминаем с помощью слова постель. Ч, чарта. Ч, чарта. Да? Разобрали все. Очень хорошо. Разобрали все выделенные буквы. Теперь, когда мы с вами вспомнили, как они правильно произносятся, нам с вами легче будет прочитать предложение на слайде. Давайте прочитаем. Книга Галахут, ауасал телефон ахвачат. Книга Галахут, ауасал телефон ахвачат. Ловиза аминати лари айчажет. Ловиза аминати лари айчажет. Она поговорила с подругой Аминат. Она поговорила с подругой Аминат. Теперь обращаем внимание на выделенные буквы и давайте вспоминать, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Смотрите, сначала у нас идет буква В в слове ловиза, то есть ее подруга. Букву В мы запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке вяра, то есть вяра.
гора. Переходим к слову айчажет, то есть поговорили. Буква Ч пишется как ЧВ. Мы с вами запоминаем ее с помощью слова постель. Чарта. Чарта. Букву Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Ж. Обратим внимание, как пишется буква Ж. Ж, В. Да? Ж, В. Теперь обратим внимание на последнюю букву в слове айчажет. Мы видим букву Т. Давайте еще раз напомним себе, что буква Т пишется как Т-палочка, и что мы с вами ее запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Разобрали все выделенные буквы. Теперь нам с вами легко будет прочитать это предложение. Давайте прочитаем и постараемся отработать правильное произношение выделенных букв. Лövza Aminati Lari Ayçajet. Lövza Aminati Lari Ayçajet. Awat klapны yanyanız yanalt. Awat klapны yanyanız yanalt. Они договорились встретиться вечером. Теперь по традиции переходим к разбору выделенных звуков. Начнем со звука Х. Посмотрите, в слове хлапна. Звук Х не самый легкий звук, да, в абазинском языке. Чтобы его написать, требуется целых 3 буквы. Х, твердый знак, В. Образуется звук Х, как в слове гриб. Х, харп. Х, харп. Теперь переходим к букве Г. Букву Г мы запоминаем с помощью слова весна. Апн. Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Еще раз давайте прочитаем предложение на слайде. Awat klapны yanyanız yanalt. Awat klapны yanyanız yanalt. Очень хорошо. Теперь начинается у нас следующий диалог. Мадина, аткуан пца. Мадина, сходи в магазин. Здесь все легко и просто, очень легко все прочитать. Единственный звук, на котором мы с вами остановимся, это звук К. Мы его встречаем в слове аткуан, то есть магазин. Обратим внимание, как пишется звук К. Пишется он как КВ, да? Мы с вами запоминаем произношение буквы К с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. К. Буква К. Еще раз давайте прочитаем предложение на слайде. Мадина, аткуан пца. Мадина, сходи в магазин. Яджия из хлюшма. Яджия из хлюшма. Да? Что нужно купить, мама, спрашивает дочь. Значит, теперь разбираем выделенные буквы. В слове яджия мы видим звук Ч. Посмотрите, как пишется звук Ч. Он пишется как Ч, палочка, В. Ч, палочка, В образует звук Ч. Давайте вспомним, что звук Ч мы с вами запоминаем с помощью слова яблоко. Яблоко на абазинском языке Ча. Ч, Ча. Исхлюш. Звук Х в слове исхлюш пишется как ХВ. Мы его читаем как Х, да, и запоминаем с помощью слова червь. Х, Хуа. Х, Хуа. Далее идет буква Г. Букву Г мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Г, гапн. Г, гапн. Разобрали все выделенные буквы. Теперь нам с вами легко будет прочитать предложение на слайде. Давайте этим и займемся. Прочитаем сейчас то, что мы видим на слайде. Яджия из хлюшма. Яджия из хлюшма. Прочитали. Молодцы. Теперь читаем дальше. Епхлюши. Чаква, фачель, хш, хк, хуша, кутах. Епхлюши. Чаква, фачель, хш, хк, хуша, кутах. Что купить? Хлеб,
сахар, молоко, сметану, сливочное масло, яйца. Теперь давайте разберем выделенные буквы. Смотрите, начинаем с буквы Х. Да? Буква Х пишется как ХВ, произносится как Х, точно так же, как в слове червь. Х, Ха. Вот как мы запоминаем произношение буквы Х. Букву Г, которая пишется как Г-палочка, мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Г, гапн. Букву Ч, которая пишется как Ч, палочка, мы с вами запоминаем с помощью слова блюдце. Блюдце на абазинском языке чат. Ч, чат. Следующая буква — это буква Х. Мы с вами сегодня уже ее встречали. Давайте вспомним, что буква Х пишется как Х твердый знак В. Х твердый знак В. И произносится как Х, как в слове гриб. Х, харп. Х, харп. Буква В, посмотрите на слово фачеви, то есть сахар. Фачеви. Буква В пишется как Г палочка В. Г палочка В. Мы с вами запоминаем эту букву с помощью слова гнездо. Вяра. Вяра. Переходим теперь к слову к. Давайте его разберем по буквам. Букву к мы читаем как, то есть пишем как х твердый знак, а произносим как в слове шапка. Х, хлпа. Х, хлпа. Букву к мы пишем как к, палочка, произносим как в слове калина. К, корма. К, корма. Теперь в слове кташ, то есть яйцо. Букву к мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Букву т с помощью слова сова. Да, сова на абазинском языке т. И букву ж мы с вами запоминаем с помощью слова погремушка. Погремушка на абазинском языке жар-жар. Теперь читаем. Ебхулюши, чакла, фачеви, хши, хк, хуша, кташ. Что купить? Хлеб, сахар, молоко, сметану, сливочное масло, яйца. Очень хорошо. Следующее предложение. Ужжсушт. Сейчас пойду. Ужжсушт. Сейчас пойду. Букву Ж мы уже встречали на сегодняшнем занятии, поэтому нам легко с вами вспомнить, что буква Ж пишется как ЖВ, произносится как в слове корова. Корова на абазинском языке Ж. В слове сушт мы видим звук Т. Мы с вами уже легко вспоминаем, что звук Т пишется как Т-палочка. Мы его произношение буквы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Да? Т. Разобрали выделенные буквы, вспомнили, как они произносятся. Теперь давайте еще раз прочитаем предложение на слайде. Ужжсушт. Ужжсушт. То есть сейчас пойду. Ахчанабахма. Шта. Ахчанабахма. Шта. Деньги взяла? Да. Теперь все здесь легко и просто читается. Единственный звук, где может возникнуть такая небольшая проблема, это звук Х. Да? Обратим внимание, как читается буква Х. Она пишется как ХВ, а читается как Х. Произношение буквы Х мы запоминаем с помощью слова червь. Х, Ха. Х, Ха. Ездапцуш сумка гинаху. Ездапцуш сумка гинаху. Возьми сумку для продуктов. Перевод. Да? Теперь смотрим на выделенные буквы и вспоминаем, как они, с помощью каких слов мы с вами запоминаем их произношение. Начинаем с буквы Ц. Мы видим ее в слове ездапцуш. Буква Ц пишется как цепалочка. Запоминаем ее произношение с помощью слова дерево. Дерево на абазинском языке цла. Ц, цла. Ц, цла. Запомнили, что букву Ц мы запоминаем с помощью слова дерево. Следующая буква — это буква К. Посмотрите, как пишется буква К. Буква К
пишется как к, палочка. Мы запоминаем ее произношение с помощью слова калина. Калина на абазинском языке корма, да? К, корма. К, корма. Букву Г легко запомнить. Мы ее запоминаем с помощью слова чабрец. Г, ген. Букву Х мы запоминаем с помощью слова червь. Ч, Х, хуа. Да? Х, хуа. Разобрали все выделенные буквы. Теперь еще раз читаем предложение. Ездапцуш сумка гинаху. Ездапцуш сумка гинаху. Теперь следующее предложение. Инасахут. Уже взяла. Инасахут. Уже взяла. Обращаем внимание на выделенные буквы. Да? Буква Х. Еще раз напоминаем себе. Буква Х пишется как Х, В. Читается как Х. Как в слове червь. Х, хуа. Буква Т пишется как Т, палочка. Мы с вами запоминаем ее произношение с помощью слова сова. Т. Еще раз давайте прочитаем предложение на слайде. Инасахут. Инасахут. То есть уже взяла. Бамкуан. Банайх рахмат цавашт. Бамкуан. Банайх рахмат цавашт. То есть перевод. Не задерживайся. Когда вернешься, будем готовить. Теперь разбираем выделенные буквы. Посмотрите на слово бамкуан, то есть не задерживайся, да? Мы видим здесь звук О, выделен красным. Звук О пишется как К, твердый знак В. О. Мы с вами его запоминаем с помощью слова наседка, то есть куарт. Куарт. Этот же звук можно запомнить с помощью слова гармонь. О-абыз. Кому-то, может быть, будет легче запомнить с помощью слова кубина. О-бина, о-абыз, о-куарт. Да? Кому что ближе. Следующий звук – это буква Г. Пишется как Г-палочка. Мы с вами запоминаем произношение буквы Г с помощью слова весна. Г-апн. Г-апн. Буква Х в слове хмацауашт, то есть будем готовить вместе, да? Х, хмацауашт. Букву Х мы запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. Еще раз давайте обратим внимание, что буква Х пишется как Х-палочка. Двигаемся дальше, видим букву Ц. Буква Ц пишется как Ц-палочка. Произносится как Ц, как в слове дерево. Помните, вот недавно говорили об этом. Ц-цла. Ц-цла. Буква Т пишется как Т-палочка. Мы с вами запоминаем ее произношение с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Вот, молодцы. Разобрали каждую букву, с которой могли возникнуть какие-то вопросы, да? Теперь еще раз читаем предложение на слайде. Бамкуан. Банайх рахмат цавашт. Бамкуан. Банайх рахмат цавашт. И последнее предложение на сегодня. Яуашт. Ласдза сааца похвашт. Яуашт. Ласдза сааца похвашт. Хорошо, скоро вернусь. Теперь здесь тоже, здесь у нас все буквы уже знакомые, мы с вами даже на сегодняшнем уроке их много раз повторяли, но все равно остановимся на них и вспомним, да? Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова, сова на абазинском языке Т. Букву Дз мы запоминаем с помощью слова вода, вода на абазинском языке Дз. Буква Х пишется как Г-палочка, мы с вами ее запоминаем с помощью слова весна. Г, апн. Г, апн. Вспомнили. Теперь давайте еще раз прочитаем. Яуашт. Ласдза сааца похвашт. Яуашт. Ласдза сааца похвашт. Хорошо, скоро вернусь, перевод, да? Итак, молодцы, отлично поработали, очень хорошо, приятно видеть, что вас сегодня больше, чем вчера. На этом наше занятие заканчивается. Хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashar.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях.
Не забывайте подписываться на YouTube канал Алашара и YouTube канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Джазарасхат.